Здравствуйте, интервью на БСТ, в студии Алия Тагирова. Бесплатное соцобслуживание, путевки, транспортные услуги. Какие меры поддержки инвалидов действуют в нашей республике? Поговорим с Татьяной Ильясовой, начальником отдела развития социальной реабилитации инвалидов и доступной среды Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Татьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, говоря о мерах социальной поддержки, прежде всего, это что? Ну, тут нужно говорить, конечно же, в комплексе, потому что это и пособия, и льготы, это и профессиональное обучение, это и трудоустройство, и реабилитация, естественно, комплексная в комплексе. И поэтому здесь важно говорить в комплексе, потому что трудоустройство, оно не может быть без доступной среды, а профессиональное обучение без реабилитации. То есть все взаимосвязано, и здесь нужно говорить, конечно, в комплексе обо всем. Вообще, меня, честно говоря, иногда удивляет, когда мы приезжаем в реабилитационный центр, и к нам обращаются руководители, сотрудники. Пожалуйста, расскажите о нас, что мы есть, потому что очень мало детей, очень мало взрослых, которые к ним обращаются. Это вот наша недоработка журналистов, или неужели люди действительно не знают о всех тех мерах поддержки, которые существуют? Ну, на мой взгляд, вот ежегодно у нас порядка 16 тысяч детей, инвалидов и детей с ограниченными возможностями получают услуги в реабилитационных центрах, то есть нет такого снижения или резкого увеличения. Наверное, информации о них маловато, несмотря на то, что на их сайтах официальных, на нашем сайте нашего министерства информация есть. Сейчас единый номер для записи в реабилитационный центр «Салют» существует, 8 800 787 48. Прорабатывается вообще через портал услуг запись в реабилитационный центр. Сейчас в настоящее время как раз ведется. Поэтому я бы не сказала, что информации мало. Тем более, что у каждого реабилитационного центра есть закреплены условно муниципальные районы, все республики разделены, закреплены. Есть реестр, список пофамильный всех детей-инвалидов республики, которым они регулярно обзванивают, которых, то есть рекомендуют пройти, например, переосвидетельствование инвалидности, то есть в индивидуальном порядке. Поэтому с детьми-инвалидами, я думаю, что таких проблем нет. А вот с семьями, у которых дети с ограниченными возможностями, они, скорее всего, не полностью владеют информацией. И здесь, конечно, необходимо освещение. Ну, давайте по порядку тогда. Какие меры поддержки инвалидов, самые основные, я думаю, что их очень много, действуют в нашей республике? Ну, можно разделить условно на федеральные и региональные меры поддержки, на основные и дополнительные меры поддержки. Порядка 20 пособий, которые можно получить. Ну, скажу вкратце, федеральные, например, это единая компенсация, денежная компенсация за оплату коммунальных услуг. Наши региональные – это пособия для детей, за детей-инвалидов, для работающих трудоспособного возраста граждан. Это в том числе сертификат на газификацию и так далее. Это про пособие я говорю. Кроме этого, есть перечни, федеральные и региональные перечни услуг реабилитационных, технических средств реабилитации, изделий. То есть, например, если в федеральный входит у нас порядка 26 наименований, могу, если нужно, коротко сказать, это протезирование, это санаторное курортное лечение, это такие технические средства, как слуховые аппараты с ушным вкладышем, это кресла, получается, это у нас и протезы, и ортезы, это у нас телевизоры с телетекстом и так далее, то есть их порядка 26. Это в том числе собака-проводник, это обслуживание собаки-проводника, которая выделяется, на которую компенсация в порядке 34 тысяч ежегодно, ну и наш региональный перечень. Кроме, то есть, основных мер поддержки, это предоставление реабилитации, бесплатной реабилитации в реабилитационных центрах, которых у нас 5 в республике и 18 отделений, есть еще дополнительные меры, это предоставление сертификатов на реабилитацию или на обеспечение техническими средствами реабилитации. В перечне технических средств реабилитации их 12 в региональном. Последний было 10, вот в прошлом году 2 средства добавлены. Это у нас подставка к ванной и смартфон для людей с нарушениями зрения. То есть, я понимаю, очень много мер поддержки. Где обо всем подробно можно прочитать? Есть какой-то, я не знаю, сайт или какой-то информационный бюллетень, где все подробно можно уточнить, узнать? Всю информацию, конечно же, можно узнать на сайте Государственного казенного учреждения «Республиканский центр социальной поддержки населения».
И в самом этом учреждении, по единому номеру, который есть у этого учреждения, и в филиалах, 13 филиалов, которые находятся в республике, также можно узнать информацию обо всех мерах поддержки, которые могут быть предоставлены инвалиду. Кроме этого, в МФЦ, в отделениях МФЦ по средам проводятся консультационные дни, где можно также ознакомиться с данной информацией. Ну вот прошлый год, 24-й, у нас был годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья как раз. Хочется верить, что этих мер стало больше. Вот я знаю, что социальное такси заработало. Что еще? Да, действительно, год заботы о людях с ограниченными возможностями дал какой-то толчок. Принято около 50 нормативных актов, и за ними, конечно же, скрываются реальные меры поддержки. Социальное такси – очень актуальная мера. Она сейчас существует и реализуется для инвалидов первой группы и для детей-инвалидов. Плюс можно с собой провозить 2 сопровождающих. К социально значимым объектам такси проезд осуществляется. И номер социального такси озвучу, если можно. 8 800 787 и 4 семерки. Поэтому мера очень актуальна и популярна. Есть мысли по поводу развития социального такси. В настоящее время пока 8 машин у нас имеется для реализации. Они передвигаются только по Уфе, частично затрагивая Уфимский район, это аэропорт. Но, конечно же, очень много звонков от муниципалитетов, которые бы хотели развить эту тему на своих территориях, и что очень важно. Почему для инвалидов первой группы и детей-инвалидов? Потому что это все-таки люди, которым тяжело передвигаться в общественном транспорте. И для второй, третьей группы у нас все-таки есть сертификаты пока на реабилитацию, которыми можно воспользоваться. Вот, социальное такси. И кроме этого, с прошлого года внедрена такая мера, как реабилитационные услуги для инвалидов старше 18 лет. То есть сертификат стоимостью 52 500, который можно реализовать в негосударственном, не муниципальной организации и получить реабилитационные услуги. За прошлый год с июня буквально начата реализация этого сертификата. Такую меру получили 393 человека на сумму больше 20 миллионов рублей. С этого года порядка 90 миллионов рублей ежегодно будет выделяться именно на эту меру. Поэтому мы это продолжим дальше. Ну, вот смотрите, иногда, ну, скажем так, относительно здоровые люди не знают, чем помочь ни зрячему, ни слышащему человеку. И как бы делает выводы сам и какие-то нормативы вносит в законодательство, какие-то предложения. Но на самом деле нужно другое. Я знаю вас человек, который тесно общается с людьми с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью. И вот удается ли вот построить этот диалог, чтобы понимать и внедрять, вносить те предложения, которые им нужны? Ну, я думаю, что диалог, он постоянный, ежедневный. Это не только социальные сети, различные заседания, это встречи с родителями, просто звонки, телефоны и так далее. То есть в рамках именно разговора, диалога рождаются все эти инициативы. Не отходят от нас ни в коем случае, а именно нам дают помощь те, кто в этом нуждается. А каждый человек в принятии, в поддержке, вообще в человеке нуждается. И поэтому здесь важен принцип, наверное, Конвенции ООН о правах инвалидов, ничего для нас без нас. Вот. Поэтому здесь важно учесть интересы всех, потому что каждый должен иметь неограниченное право выбора и вообще участия во всех сферах жизни. Независимо, имеет он ограниченные возможности или нет. И тут важен диалог со всеми. Что касается мер поддержки детей-инвалидов, есть ли какие-то изменения, нововведения или вот какой-то важный момент, который обязательно нужно озвучить? У нас с 2019 года продолжается выдача сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов. Количество организаций негосударственных, не муниципальных увеличивается с каждым разом, где можно получить эти меры поддержки. Стоимость 48 тысяч сертификата. И кроме этого, технические средства реабилитации, которые мы дополнили смартфоном для людей с нарушениями зрения, в том числе детей, в этой части. Ну и говоря о реабилитационных центрах, говорим об открытии «Салюта», который открылся в октябре прошлого года, что очень важно. Здесь можно получить реабилитацию жителям всей республики, детям-инвалидам. В этом году планируем, что реабилитацию можно получить не только ребенку, но пребывая совместно со своим родителем. Законодательно уже это установить, чтобы это было возможно ребенку осуществлять с родителем или законным представителем.
Что касается санаториев, оказывается, многие даже не знают о том, что у них есть возможность отдохнуть и даже выбрать место, куда они могут поехать. Вообще, есть ли какая-то горячая линия, я не знаю, в социальных сетях? Вот ваши личные рекомендации, допустим, тем людям, кто, ну, может быть, только что столкнулся с этой проблемой, оформил инвалидность, и вот как бы в растерянности, на что я могу рассчитывать, как быть? Санаторное курортное лечение у нас предусмотрено как федеральным перечнем, так и сертификатом региональным на реабилитацию. По федеральному перечню отделение пенсионного и социального фонда принимают через госуслуги, через МФЦ заявление, и примерно около 4900 ежегодно получают санаторное курортное лечение по федеральной линии. То есть примерно раз в 3 года каждый получает эту меру при обращении. И кроме санаторно-курортного, он имеет право также и на дорогу до места лечения и обратно. По региональному перечню, еще раз повторюсь, это вот сертификат наш для взрослых инвалидов, который введен с прошлого года. В рамках этого сертификата 52 500 его номинальная стоимость. Также можно получить реабилитационные услуги в санатории, в Зеленой роще, в санатории Березка, Стрельтамак и так далее. Это тот перечень организаций, который включен в реестр. Здесь важно подать заявление, важно, получается, иметь индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалидов, подать через госуслуги, МФЦ или обратиться в Республиканский центр социальной поддержки населения. Вот. Ну и в завершении нашей беседы, то есть вот какие-то, может быть, еще раз озвучим конкретные номера телефонов, куда могут обратиться жители Республики Башкортостан с вопросами, с предложениями. По вопросам реабилитации детей-инвалидов можно обратиться в Республиканский реабилитационный центр «Салют». Он называется буквально с пятницы уже так сейчас официально. Номер телефона, единый номер телефона 8 800 787 47. Кроме этого, можно обратиться по всем мерам поддержки в государственное казенное учреждение, Республиканский центр социальной поддержки населения или в его 13 филиалов по республике. И также по номеру 8 800 400 300 единица или на официальном сайте посмотреть этот номер, единый номер. И в отделениях МФЦ. Ну и давайте еще раз сайт, на который проще всего надо, наверное, можно пойти и все изучить. Сайт Республиканского центра социальной поддержки населения и Министерства семьи и труда Республики. Спасибо огромное, Татьяна Владимировна. Дорогие друзья, я напомню о мерах социальной поддержки инвалидов. Сегодня мы говорили с Татьяной Ильясовой, начальником отдела развития социальной реабилитации инвалидов и доступной среды Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь на БСТ.